Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Уфе в школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Там с 2000 года готовят ребят к поступлению в высшие военно-авиационные образовательные учреждения. Преподают основы авиационной, парашютно-десантной и строевой подготовки. Товарищ глава Республики Башкортостан, директор Уфимской общеобразовательной школы-интернат с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, подполковник Султангулов Фаил Радикович. Здравия желаю. С праздником вас! Ради Фарич, территория Уфимского кадетского корпуса, спасибо огромное, что нашли время. Образовались мы 27 сентября 1999 года. Вертолет, прошу обратить внимание, бортовой номер 21, это количество выпусков. Каждый год цифра перекрашивается, то есть в этом году будет 22, 22 будет номер. Звезды на вертолете, большие звезды, это количество выпусков вертолетного училища нашего уфимского. Было 7 выпусков. Маленькие звезды, это каждый год подрисовываем 21 звезда. Здорово. Товарищ глава Республики Башкортостан, взвод почетного караула Уфимской школы-интернат с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гайсеновича Гареева в честь вашего прибытия построено. Командир взвода старшина Ахмединов. Здравствуйте, товарищи кадеты. Здравия желаем, товарищ глава Республики Башкортостан! С праздником. С праздником! Ура! 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 Здесь, получается, вот это учебное, да? Это у нас учебный корпус и спальные помещения. Здесь у нас столовая на первом этаже, и на втором этаже еще одна рота находится. А спальное помещение вот здесь? Сейчас мы все показываем, сейчас. Сколько учащихся? 322 на данный момент. 322? Да, 5 рот. А в выпускном классе сколько? В выпускном 74 человека, Ради Фарич. Здравствуйте. Командир первой роты, старший лейтенант запаса, рекрут. Здравия желаю. Праздником. Товарищ глава, командир второй роты, старший бригадир. Товарищ глава республики, командир третьей роты, подполковник запаса Хабибулин. Здравия желаю. Товарищ глава Республики, командир 4-й роты, подполковник Хамитов. Здравия желаю. Товарищ глава Республики, майор Мухамедзянов, командир 5-й роты. Товарищ глава Республики, воспитатель, майор рекрут. Товарищ глава республики, воспитатель майор Курманбаев. Здравия желаю. Наш музей собирали по крупицам, Ради Фарич. Собирали по крупицам. Так как времени мало, я сразу хочу заострить. Ну, это Муса Гареева, мы потихоньку готовимся. В школе присвоено звание Муса Гареева у нас в 2014 году. Поэтому школа носит гордо звание Мусы Гареева. Мы готовим и летчиков. Сейчас я к стенду прошу подойти. Здесь портрет полковника Якупова, основателя Уфимского корпуса. Мы им гордимся. Ну и рядом вот капитан Смирнов, десантник, командир роты специального назначения, погиб вот в ноябре на прыжках в Белоруссии на учениях. Да. Здесь мы хотели вам показать, чем мы занимаемся, кадетский корпус. То есть мы не только военной службой занимаемся, у нас и хоккейная команда есть. Вот на 450 лет присоединения Башкортостана к России мы выступали в башкирской форме Северных Амуров. Участвуем во всех мероприятиях. Это наши выпускники, военные, награжденные. Ну, очень много ребят, которые у нас сейчас служат на данный момент. Вот вчера фотографию прислал наш выпускник Антипов Илья, офицер ООН, в Африке служит. Силы специальных операций. У нас 15 человек в этом подразделении, офицеры служат. Здесь Сергей Георгиевич Минигулов. Мы с ним летаем с 2011 года. Он наших пацанов ставит на крыло. Да, добрый день. Я считаю, нам всем очень сильно повезло, потому что у нас сертифицированный авиационный учебный центр, пилотажная группа, и мы на протяжении 11 лет обеспечиваем летную практику кадетов. За это время, наверное, около, ну, вот, не скажу точно, примерно 250, наверное, кадетов уже учатся в военных училищах. Мы им даем очень профессиональную подготовку. Мы третий центр в стране по подготовке пилотов на этом классе. Мы, по сути, единственная сейчас летная школа, которая дает кадетам профессиональную летную практику. Потому что, чтобы дать летную практику, нужно, чтобы было училище.
В Уфе так сложилось, потому что это и моя родина, по сути, мало, и вот здесь и Первушино, и вот мы все вокруг этого аэродрома, у нас ребятишки учатся. У нас что повезло, кадеты летают час, и за этот час инструктора нам говорят, что вот этот человек способен летать. То есть и кадет выбирает уже военное училище. Либо он идет в Краснодар, либо идет в Сызрань вертолетное училище, либо он, то есть взлетел, приземлился, говорит, я пойду в пехоту. Ну, то есть... Не мое, да? Да, так точно, не его. Музей постоянно совершенствуем, оборудуем. Рота, смирно! Товарищ главарь Республики Башкортостан, дежурный по 4-й роте, вице-сержант Мусин. Вольно. Вольно! Вот так у нас. Уже сразу, да? Это у нас постоянно занимаются. Вот, вот так живут кадеты. 8 человек. А каждый прикроватный. Ну, все как тесновато, да? Тесновато. А так этот самый, все согласно уставу. Наводится порядок постоянно. С самими кадетами, Рафаэль. Здесь еще, здесь бытовая комната. Здесь мы стираемся, здесь круглосуточное проживание. То есть кадеты находятся постоянно здесь, поэтому здесь стираем, стрижемся, гладим, парим. Форму одежды меняем очень часто. Ребята выезжают на все мероприятия, и мы постоянно, ну, все здесь. Ну, да, все, да. Вот сейчас у меня одна рота находится в Парке Победы, только оттуда выезжает. На мероприятии вот. Так точно. Это как казарменный тип, получается. Так казарма, точно, да? так Это точно. да? Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ирина Владимировна, преподаватель английского языка, подготовила большую плеяду офицеров именно Рязанского десантного училища. Она меня готовит для факультета специального назначения. Разработала книгу военного перевода. Вот. Такая только у нас, да? Ну, это я написала, только у нас. Интересно. У нас есть еще одна, это 8, 9, 10, 11 класс. Тут военный словарь, так, ну, то есть вот именно это для... учебник взят за основу от Казанского Суворовского военного училища, а это Краснодарское военное летное училище. Взяты за основу. Ну, естественно, переработано. У нас разное количество часов, разное количество лет обучения. А фактически это как выходит, говорят, нет? Лучшие ученики говорят. Лучшие ученики. Ну, кто да, старается. И да. даже переводят военные тексты. Да, здорово. Праздник у вас здесь. Она готовит у меня чисто офицеров-десантников. Вот много офицеров, которые сейчас служат, благодаря ей поступили в Рязань, потому что факультет спецназа набирает только с английским языком. А сколько прыжков у них, я не вижу. У всех по-разному, в основном 3-4 прыжка. 3-4 прыжка. Праздник, ребята. Праздник. Ради Фаридович, это у меня Фатхидинова Фанилия Асхатовна. Это у нас лауреат учителя года родных языков. И вот в Москве она заняла у нас первое место на мастер-классе. Подойди, Фанилия Асхатовна. Праздником поздравляю. Тоже вот такой преподаватель у нас. А это может поставить, да? Кадет класстары үшін, Шаймұратов класстары үшін сығар. Үзегіз язық. Үдебет яздық. Үдебет қолланабы дәрісті. Әлімін азақас, дағылар тілді көміртелеп сығарын үшін. Хүләшәләр ме? Хүләшәләр, бұл деген егеттері бет Башқұртстандан мұна түгіл, Ресейдің түрлі түбәктеріне келгенді. Спасибо. Очень старается. Ребята куда поступать будут? Рязанская, ну, Рязанская, другие. Все по-разному, все, кто в летное идет. Но мы в основном летный, Ради Фаридович. В основном у нас же летная школа. Это у нас Сызрань. Сызрань, Краснодар, Челябинское училище штурманов и Академия ВКС. Это какой класс получается? Это у меня 10 классы. А 10, бригада. Так, ты куда поступаешь у меня? Военно-морской академии. Военно-морской академии. То есть вот даже такой есть у нас. Эти в Рязани идут, десантники будут, будущие летчики. Ну, удачи вам, ребят. Удачи. Праздник. А у вас? Это получается, вот у нас, мы здесь живем, здесь переодеваются, выходят, соответственно, все как в казарме. Все вот здесь вот у них. Все вот здесь, да, эту обувь одели. А бушлаты тоже где-то, да? Бушлаты все в спальных помещениях. Внимание,
глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Добрый день, уважаемые гости нашего торжественного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества. Слово имеет глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Добрый день, уважаемые товарищи офицеры. Конечно, сегодня я прежде всего поздравляю вас с нашим любимым, замечательным праздником Днем защитников Отечества. И сегодня первый раз в вашей школе. Много не слышал. И вот мои впечатления первые, они просто гораздо выше даже, чем я предполагал. И школа носит имя замечательного нашего земляка, дважды Героя Советского Союза Мусея Есеновича Гареева. И я хотел сказать, что мы в этом году, у нас очень важное событие, 100 лет со дня рождения нашего земляка. Поэтому спасибо вам за то, что вы такие есть, так здорово учитесь и прославляете нашу страну, наш родной Башкортостан. Я, конечно, сегодня еще особые слова благодарности хотел сказать офицерам, которые работают с ребятами. Здесь очень сильный боевой костяк сложился. Люди, которые прошли и горячие точки, участвующие в боевых действиях, с огромным опытом, и боевым, и воинским опытом. Поэтому, конечно, в первую очередь я вас всех поздравляю тоже с этим праздником. Дорогие ребята, я что могу сказать? Самое главное, я хочу, чтобы и прошу вас хорошо учиться. Хорошо учиться, овладевать дополнительными знаниями, заниматься спортом. Я думаю, что вот те, кто здесь сидят, вы здесь, которые сидящие, уже точно знают, кем они будут защитниками Родины. Может быть, кто-то и не пойдет в военное училище. Такое тоже возможно. Но я точно уверен, что из стен этой школы будут достойные, настоящие мужчины. Поэтому еще раз вас всех с праздником. Благодарностью главы Республики Башкортостан за высокий профессионализм и большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения награждаются Сайтелов Ильдар Закуанович, старший прапорщик. Хабибулин Олег Фанильевич, подполковник. Канизов Фаниль Наилович, старший прапорщик. Благодарностью главы Республики Башкортостан за активное участие в общественной жизни школы и республики высокие показатели в учебе и дисциплине награждаются Чекалов Родион Владимирович, вице-старший сержант. Ишмухаметов Ринат Артурович, вице-сержант. Благодарим вас, уважаемый Радий Фаритович, и просим еще ненадолго задержаться на сцене. Мы хотим поздравить вас с праздником и приглашаем на сцену директора кадетского корпуса Султангулова Фаниля Радиковича. Уважаемый Радий Фаритович, наш буклет и знак выпускника Уфимского кадетского корпуса из серебра. Он в вооруженных силах вот такой, единственный. Спасибо. Спасибо вам огромное. Будет храниться у меня в кабинете. Так точно, есть. Спасибо. Когда утром солнце над казармой станет, и подъем проклятый снова душу ранит, солнце черный детский открывает дома, побегут кадеты на зарядку ротой. Радий Фаритович, выпускники вот 19-го года были у нас, девчонки учились. Вот.
Тоже девчонки у нас тоже не... А сейчас есть девчонки? Нету, к сожалению, у меня сейчас нету, потому что площадей нету. А, там же раздельное проживание, да? Здесь тоже вот девчонки у нас... Это у нас выпускники 21 года. Вот у нас есть традиция, вот несколько человек у нас с первого раза не поступает. И потом на второй год эти же ребята заново поступают. Либо училище меняют, если летные комиссии не прошли, либо меняют училище, либо делают операцию на глаза и заново поступают. То есть, это вот парадная форма у вас? Это у нас парадная выпускная форма, да, она у нас... Ну, я же сказал, у нас несколько комплектов формы. Товарищ глава Республики Башкортостан, дежурный повторотчик Эд Бурков. Понял. Это первокурсники, первый курс. Это вот уже, да? Так точно. У вас, значит, наряд они заходят? Наряд круглосуточное несение службы. Мы единственные, наверное, в России остались, где у нас круглосуточное несение службы. То есть мы учим, потому что когда приходят уже в военное училище, там круглосуточно. Если у них наряд... Пост около оружейки у вас, или как они делают? Оружейка у нас внизу, дежурная часть, у нас есть оружие. Вот карабины, в которых мы участвуем, все хранятся в дежурной части. Праздником? Он на посту ради праздника. Я понимаю. Он на посту. Молодец. Это наши ребята, выпускник Рязанского десантного училища, выпускник Рязанского десантного, выпускник Рязанского десантного, выпускник Саратовского училища внутренних войск. Ребята сейчас все служат в силах специальных операций. Этот командир парашютно-десантного батальона награждены медалями за отвагу. То есть это именно за боевые действия ребята вот. Ну, это наша гордость. Вот его недавно только поставили с Фидан. С Красной Горки, с Давлеканова, с Белорецка и сибайские пацаны. Ну, то есть со всей республики мои пацаны. Ух ты. Ислам Назимович, подойди. Ислам Назимович у нас физрук в кадетском корпусе с 2002 да, тоже года. 2002 года. 20 лет? 20 лет в кадетском корпусе. В данное время приехали мы с Рязани, всероссийской турнир. Вот у нас кадет Бабаев занял первое место и на мастер спорта выполнял. Серьезно? Да. Исламов Руслан занял второе место на кандидат мастера спорта. В данное время. Молодцы. Мы сейчас с Джефф Монсоном открыли отделение грэпплинга. Он приезжал с вами? Нет. Нет. Ну, здорово, здорово. Я очень надеюсь, что грэпплинг когда-нибудь, наверное, олимпийским видом спорта станет. Так что... Конечно, не хватает места. Хотелось бы, да, чуть-чуть зала нам. Ну, мы обсудим. Вот я же не зря приехал. В общем, вот наш тренер, 20 лет. Это вот такой маленький зал да, сегодня. Вот, да, вот, у нас, вот это весь зал у нас. Спасибо, до свидания. В Уфимской общеобразовательной школе-интернате с первоначальной летной подготовкой глава Башкортостана Ради Хабиров провел рабочее совещание. Тема – мероприятие к столетию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Готовы, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня 23 февраля. Мы находимся в нашей замечательной кадетской школе. Ну и вы решили, учитывая то обстоятельство, что школа носит имя прославленного нашего земляка Мусы Гасиновича Гареева, провести здесь заседание оргкомитета нашего небольшого и обсудить очень важный вопрос. 9 июля мы отмечаем знаменательную дату – 100 лет со дня рождения Мусы Гасиновича Гареева, командир эскадрильи 76-го гвардейского штурмового авиационного полка. Вы знаете, что Муса Гасинович был единственным героем, которому в один день вручили 2 звезды героя. Уникальная история. Совсем еще молодой человек, совсем мальчишка, по сути. И, безусловно, на жизненном примере таких людей должна воспитываться наша молодежь. Теперь по празднованию. Это очень важное, я считаю, мероприятие. Вы знаете, что мы сейчас проводим очень большую работу по увековечению памяти наших славных сынов башкирской земли. Вы знаете, очень многое делается для увековечения памяти нашего генерала Шеймуратова, Даян Баяновича Мурзина и многих других наших героев. Поэтому здесь вот я прошу тоже поработать. Игорь Харварович, пожалуйста, какие мероприятия мы проводим? Добрый день. Добрый день, уважаемый Ради Фаридович. Добрый день, уважаемые участники совещания.
В июле 2022 года республика отмечает 100 лет со дня рождения военного летчика, героя Советского Союза Мусы Гайсеновича Гареева. План мероприятия подготовлен с учетом предложений министерств, ведомств и общественных организаций. В рамках плана юбилейных мероприятий в течение 2022 года образовательных организациях и учреждениях культуры планируется проведение уроков мужества, викторин, выставок, торжественных вечеров и концертов. Также в местах мемориальных сооружений, увековечивших память Мусы Гареева, пройдут работы по благоустройству. В разработке плана также приняли участие организации, чья деятельность связана с именем Мусы Гареева. В год празднования столетия Уфимским государственным авиационным техническим университетом запланирована реконструкция постамента самолета, расположенного на территории университета. В работе по подготовке юбилейных мероприятий активно подключилось региональное отделение ДОСААФ. Их предложение провести авиационное шоу с показательными выступлениями, авиационной техники парашютистов, автопробег, соревнования авиамоделистов совместно с детским технопарком. Все они вошли в организационный план. Уфимская образовательная школа-интернатом первоначальной летной подготовки имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гайсеновича Гареева запланировано проведение торжественных концертов. На родине Мусы Гайсеновича в Вилишевском районе запланирован ряд мероприятий. Доклад закончил. Благодарю за внимание. Спасибо. Давайте решение мы тогда сделаем. На 9 июля надо провести ряд прям мероприятий больших, значимых. Надо посмотреть, где мы их проведем. Вот одно самое большое значимое. Либо в Вилишевском районе, либо все-таки в Уфе. Вот, может быть, если мы сейчас, вот, Рахман Федорович, вас послушаем, давайте сразу. Если все-таки мы... Давайте расскажите, потом я скажу свою идею. Пожалуйста, бульвар Славы, что мы там собираемся делать? Уважаемые участники совещания. Благоустройство бульвара Славы с прилегающей территорией и сквера Мусы Гареева планируется осуществить в текущем 2022 году. Общественные слушания прошли 25 января прошлого года. Планируемый срок завершения проектных работ с учетом получения положительного заключения экспертизы 3 марта этого года. Планируемая территория расположена в Орджоникидском районе. Так как на территории расположен памятник дважды Герою Советского Союза летчика Мусе Гареева, то основной темой решения благоустройства была выбрана авиация. В продолжение заданной темы на территории бульвара будут размещены латунные вставки в форме самолетов и пластина с гравировкой описания фактов, связанных с летчиком Мусой Гареевым. Схема освещения бульвара стилизована под освещение взлетной полосы, а размещенная со стороны проспекта Октября композиция из многолетников символизирует землю, видимую с неба во время полета. Территория спроектирована с учетом интересов разных групп населения и поделена на функциональные зоны – рекреационную, зону НТО и мемориальную. Деревья вдоль проезжей части сохраняются. Я предполагаю, что там необходимо сделать формовку аккуратно. И на пустых участках проектом предусматривается посадка крупномерных деревьев. Спасибо за внимание. Доклад окончен. У нас там все в порядке, деньги есть. По-моему, быстро, оперативно сделать надо и к 9 июля открыть. Закончилось совещание только что. Оно было посвящено и юбилею Мусы Гареева, и, собственно говоря, ситуации, которая сложилась здесь, вот в кадетском корпусе. Развитию школы, да, нашей кадетской. Что думаете? Ну, мы как договорились, сейчас, во-первых, земельные отношения надо здесь урегулировать, есть ряд вопросов. Это по кадетскому корпусу? По кадетскому, да. Потом, значит, 23-24 год проектирования нового спального корпуса, физкультурного объекта здесь, в этой школе. И где-то на 24 год попытаться поставить на капитальный ремонт эту школу. То есть, почему? Потому что 24 год мы наши ресурсы уже определили на строительство больших объектов в Уфе. Вот. Но я думаю, что 25-24 год, то есть вот завершение работ, 26 год. Вот сейчас, через 4 года, я очень надеюсь, что здесь уже совсем другая обстановка. Школа удивительная, школа, вот такой какой-то центр подготовки будущих кадров для нашей армии, для офицерского состава. Я восхищен просто. Здесь дух другой? Абсолютно, да. А что касается юбилея Мусы Гареева? Значит, мы договорились, что базовые мероприятия мы проведем 9 июля в Уфе. Причем в Уфе. Муса Гайсенович, хоть и родился в Вилишевском районе, он наш республиканский герой, российский герой. Вот. Мы все-таки приняли решение, вот тот бюст, который установлен на бульваре Славы, наверное, вот еще посоветуемся с людьми, все-таки там просится большой памятник, настоящий большой памятник. Сейчас мы проведем работу с ведущими архитекторами, у нас всего лишь 4 месяца. Если кто-то подтвердит, то мы к этому будем. Вот просто вот неожиданно, вот так мы долго думали об этом, стоит менять, не стоит, но, наверное, все-таки новый памятник устанавливать. Плюс
реконструкция бульвара Славы полностью посвящена будет к этим даче. Там уже и деньги есть, и подрядчиков скоро определим. Вот, ну и большое мероприятие торжественно 9 июля. Спасибо. Все, спасибо всем. Наш плац Академия солдата. Все тренировки проходят здесь. Все четко. Вот таким строевым шагом только ходит здесь и на Красной площади. Кремле. Так точно. Кремлевский полк. Все, спасибо. С праздником. Вот, остановись.